О самых заметных событиях среды вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Ремонт проспекта Ленина в Якутске, поселковой школы в Магане и другие важнейшие объекты. Айсан Николаев совершил объезд. Какие замечания высказал глава? На мусорном полигоне в Алдане приступили к реализации комплексной программы по борьбе с крысами. Разработан свой метод избавления от грызунов. Безопасность детей – первостепенная задача. Воспитанникам детских лагерей напомнили о мерах предосторожности во время отдыха. 25 лет алмазы Анабара отметили на производственных участках. Радостное событие вахтовики решили отпраздновать в форме цеха. Покажем самое интересное. Игры ГТО. Продолжается региональный отборочный этап второго открытого Кубка Дальнего Востока. Настало время взрослым проверить свои силы. Премьер Михаил Мишустин считает регионы Дальнего Востока перспективными для инвестиций. Государство при обратной связи от предпринимателей готово решать возникающие проблемы. Мишустин продолжает поездку по восточной части страны. Он завершает программу на Дальнем Востоке и прибывает в Сибирь, где проведет предстоящие 2 дня. Нынешнее турне председатель правительства начал с Приморья. Во Владивостоке он выступил на пленарной сессии форума развития малых городов и исторических поселений, побеседовал с участниками образовательной программы. Архитекторы РФ провел встречи с руководителями 2 регионов. Между тем, Якутии одобрены специальные казначейские кредиты 3 миллиарда 300 миллионов рублей на проекты развития Якутска и Нерюнгри. Такое решение принято Президиумом правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. В частности, 1 миллиард 200 миллионов направят на комплексное развитие жилой застройки микрорайона Спортивный. Речь идет о строительстве детского сада на 240 мест и многофункционального спортивного зала. Также в столице стартует благоустройство центральной площади Ленина, набережной озера Сайсары и набережной Романа Дмитриева в 202 микрорайоне. А в Нерюнгри будет проведен капитальный ремонт лечебного корпуса Центральной районной больницы. Проспект Ленина делает облик нашего города более современным, и я надеюсь, что с учетом ошибок прошлого года, в этом году работы будут выполнены на более качественном уровне. Так Айсан Николаев резюмировал сегодняшний осмотр работ. Дорожники заверили главу, что процесс идет строго по нормативам и объект сдадут к назначенному сроку. Когда завершат работы на главной улице Якутска, знает мой коллега Александр Хавренко. Ремонт проспекта Ленина – это крупнейшая дорожная стройка в столице, которая включает в себя не только замену асфальтового полотна, но и обновление тротуаров, бордюров, опор освещения и многое другое. В прошлом году почти полностью был завершен первый этап реконструкции. Сейчас к завершающей стадии приступают на 2-м участке. От Хабарова до Лорпа у нас ведутся работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Также ведутся работы по наружному освещению и по коммуникациям. На 2-м этапе от Колокольского до Краснодара ведутся работы по основанию дорожной надежды по тротуаров, устройство бордюров, освещение и сети газоснабжения, коммуникаций. Готовимся к асфальтированию. Самый главный вопрос, который волнует горожан – когда же проспект откроют для движения и когда по нему запустят общественный транспорт? До Дня города откроем проспект Ленина для движения сквозного автомобилей. Движение автобусов будет восстановлено по проспекту после окончания контрактного срока, когда закончатся все работы по благоустройству. Это освещение, дорожные знаки, и когда объект будет принят уже комиссией. Это будет в ноябре месяце. По проспекту Ленина, очевидно, будет пересмотрена маршрутная карта автобусов. К этому вопросу мы вернемся уже с обсуждением с населением к сентябрю месяцу. Конечно же, ремонт доставляет жителям ряд неудобств, но все они временные, и по завершению работ проспект преобразится. Более широкие тротуары стали, то есть намного комфортнее стало. Это во-первых, да. Во-вторых, это, конечно же,
красота, то есть ну, намного красивее стало, приятно это смотреть. То есть немаловажно это велодорожки, то есть каждый день я ими пользуюсь, это очень удобно, то есть особенно, тем более это в центре города. Проспект Ленина реконструируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В проект вложено 1 700 000 000 рублей, из которых 1 200 000 000 выделено из Дорожного фонда республики. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. Объезд главы продолжился в столичном пригороде Магани. Там Айсен Николаев ознакомился с ходом ремонта поселковой школы, процессом реновации дворовых территорий, а также посетил одно из крупнейших крестьянско-фермерских хозяйств. Подробности расскажет Петр Васильев. Здание единственной школы в Магани несколько десятилетий требовало ремонта. А построили его в 70-х годах прошлого века, и с течением времени в здании проходилась крыша, потрескался кафель в коридорах, а в спортзале искривились полы. С этой весны стартовал долгожданный ремонт. При этом ведется он полностью под ключ. Начиная от системы отопления и заканчивая фасадными работами и ремонтом крыш. У нас все виды работ вошли в данный капремонт, начиная от канализации, новое отопление. Вот совсем недавно закончили нам новую кровлю. По оснащению у нас будет полностью новая мебель. Ну и идем мы с ногу со временем. Это интерактивные панели, новые компьютерные оборудования. У нас появится наконец-то компьютерный клуб при нашей точке роста. Сдаемся мы по плану 10 августа. Я думаю, подрядчик примерно к этому времени как раз и закончит. Всего в школе обучаются порядка 280 детей. Ход капитального ремонта здесь строго контролируют родители школьников. Среди них и Дарья Макарова. У нее в школе учатся сразу двое, в 3-м и в 9 классах. При разработке нового дизайна школы они принимали самое активное участие. Дети очень ждут этого ремонта, потому что они принимали участие в разработке дизайна. Предпочтение было, чтобы стены не были зелеными. Вот это самое главное. Мой сын увлекается компьютерами. Он очень хотел, чтобы оборудовали компьютерный класс в первую очередь. Следующей точкой визита стал двор улицы 40 лет Победы. Там ведется капитальный ремонт дворовой территории в рамках федерального проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке». Вы жители, да? Жители? Да. Ну и как у вас мнение? Ну, лучше, конечно, будет для детей. А какие замечания, дополнения есть? Пока вот нам интересно, будет ли у нас ограждение, потому что у нас здесь сидит коров, лошадей постоянно сюда заходят. Ну а в заключении посетили крестьянско-фермерское хозяйство семьи Кортус. В этом году Екатерина Васильевна, помимо зерновых культур, подготовила к посеву картофель Red Scarlet. Вместе с новым сортом изменился еще и способ посадки. Хозяйство поставило опыт, для которого был приглашен профессор и магистрант из Санкт-Петербурга. Всего у фермеров порядка 370 гектаров разного рода культур. Все у нас нормально, господдержка хорошая, и поэтому все, уже много лет работаем, поэтому все отлажено. Видов много, это и на приобретение минеральных удобрений, и погектарная субсидия на производство картофеля, там, зерна, овощей, если есть. Ну и вот приобретение. В этом году я приобрела комбайн. В ближайших планах у маганских фермеров сегодня, безусловно, уборка обильного урожая осенью, а также выход на рынки сбыта продукции. Не только в Якутске, но и во многих других районах нашей республики. Петр Васильев, Григорий Охлопков, Маган. Идем далее. 26 лесных пожаров действуют на сегодняшний день в республике. На общей площади почти 390 гектаров. Из них тушат 20 на общей площади более 230 гектаров. За прошедшие сутки локализовано 5 лесных пожаров. Ликвидированы 2 очага на общей площади 500 гектаров. В тушении заняты 700 человек и 12 единиц техники. Отмечается, что на большей части центральной и западной Якутии наблюдается повышение температуры наружного воздуха, что ведет к повышению класса пожарной опасности. Особый противопожарный режим действует на всей территории республики. На авиапатрулирование работает 18 воздушных судов. И на тушение было привлечено 5 воздушных судов. Самолеты-зондировщики в связи с отсутствием ресурсных облаков не применялись. При этом погода в связи с повышением температуры у нас количество термоточек, к сожалению, прибавляется. Наращивание сил и средств применения воздушных судов на тушение пожаров на территории республики продолжается.
На мусорном полигоне в Алдане приступили к реализации комплексной программы по борьбе с крысами. Региональный оператор по вывозу отходов совместно с Роспотребнадзором разработали свой метод по борьбе с грызунами. Подробнее расскажет Руслан Павлов. Парящий в небе коршун высматривает добычу. Здесь, на городском мусорном полигоне, ее много. Местные обитатели – крысы, днем не очень активные. Более комфортное время для них – сумерки. Вечером это очень видно, когда 1000 глаз смотрят на вас, как говорится. По примерным подсчетам специалистов, на городской свалке десятки тысяч крыс. И это проблема, которая может негативно отразиться впоследствии. Снижение численности грызунов – это недопущение катастрофы при рекультивации этой свалки в то время, когда будет открыт новый полигон. То есть расстояние до города минимальное, для крысы практически никакое. И для того, чтобы не допустить массовое заселение грызунами города Алдан и поселка Ленинский, в течение 5 лет администрация будет проводить мероприятия по снижению численности грызунов. То есть будут использоваться яды накопительного действия, когда-то острого действия, механические и другие средства уничтожения грызунов. Чтобы не допустить миграцию крыс, оператор по переработке мусора приступил к реализации экспериментальной производственно-экологической программы. Согласно этой программе, мы уже закупили средства индивидуальной защиты. На базе Алданского медицинского колледжа мы обучили наших людей методам дератизации. Закупили уже средства по дератизации. Для грызунов создали несколько специальных кормовых зон, куда складируют продукты, а вместе с ними ядовитые красные гранулы, которые в течение 4-5 дней убивают своего потребителя. Переодеваемся, плюс получили отраву, приманку, отраву, воду им расставляем. Ну и все, и сейчас ждем эффекта от этого. Что получится, как будет. Днем их мало крыс, в основном в ночное время они все. Ну, ночью приходят, да, вы наблюдаете за ними? Тут приедешь, машина светишь, их очень много. В теории ядовитые препараты накопительного действия должны уничтожать грызунов целыми колониями. Превентивные меры начались, а вот каков будет результат, покажет время и эффективность ядов. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. В копеечку обойдется ремонт крыши и подрядчикам, и жителям 100-квартирного дома по адресу Ленина, 66 в Ленске. Проблема с протечкой не решалась много лет, и общими усилиями различных структур, жителей и общественности реконструкция все же началась. Вот только демонтаж покрытия повлек за собой негативные последствия. Дожди, обрушившиеся на Ленск, затопили оставшиеся без крыши над головой квартиры. Подробности у Анны Кожевниковой. Дожди идут прямо в квартирах у жителей дома по адресу Ленина, 66. Много лет они боролись с проблемой протекающей кровли. И, наконец-то, вопрос, казалось бы, решился. Фонд капитального ремонта приступили к реконструкции. Но при вскрытии крыши пошел проливной дождь, и несколько квартир оказались затоплены. Жить нам негде, мы вынуждены снимать. Оценку мы сделали. В компанию подрядчика все направлено. Фонд капитального ремонта ссылается на подрядчика, подрядчик не отказывает, но ничего тоже не делает. В общем, замкнутый круг. Скоро осень, ребенку в школу идти, где нам жить? Плесень пошла, да, вот я сейчас снимаю, это все старое, это все еще сырое. В комнате до сих пор капает, хотя уверили, они мне заверили, что они над моей квартирой кровлю полностью сделали. Я затопила, соответственно, соседей. Полы еще не вскрывала, буду вторую оценку производить. Если управляющей компании выдано гарантийное письмо об обязательствах восстановить поврежденное общедомовое имущество, то у собственников жилья одна дорога – в суд. Кроме того, значит, они места общего пользования, которые мы обслуживаем, это подъезды, ключи затопили. Там сейчас все это протоплено, значит, они дали нам гарантийное письмо, что они восстановят там отделку подъездов, побелку. Но мы с нетерпением ждем окончания этого ремонта, хотя бы уже хоть что-то сделали, чтобы можно было людям там вздохнуть, да и нам эксплуатировать нормально было. Мы же не можем. Мы постоянно там где-то что-то бегали, чистили, там проверяли, как потекло. С нетерпением ждут завершения этого ремонта все его вольные и невольные участники. Компания-подрядчик была не готова к вмешательству Небесной канцелярии в их планы. Погодные условия нам мешают очень сильно. В Ленске у нас в центральной Якутии совсем разные погоды оказываются. Есть моменты, какие некоторые предоставляют некоторые неудобства, к сожалению, но жильцы понимают, относятся с пониманием. Мы стараемся тоже для них максимально
не предоставлять неудобства. Но, наблюдая за усилиями жильцов, пытающихся привести в порядок свои квартиры, понимает, что этих максимальных мер оказалось недостаточно. Фонд капитального ремонта отказался давать комментарии нашему телеканалу. Что же касается основной проблемы, кровля должна быть перекрыта полностью, все 1200 квадратов, с использованием современных материалов. Будут ли завершены эти работы, мы будем следить. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Но в поселке Лебединое Алданского района жители 3 аварийных домов готовятся к переезду. Ключи от 24-квартирного 4-этажного дома вручат на днях. Этим домом в поселке досрочно завершается программа переселения. В следующий этап программы до 30 года планируют строительство еще 3 многоквартирных домов. Кроме этого, активно ведется капитальный ремонт главной улицы поселка Октябрьской. Подрядчиком выступает МУП «Алданские пассажирские перевозки». Из бюджетов различных уровней для асфальтирования улицы выделено порядка 32 миллионов рублей. Работы должны быть завершены в конце сентября. Также лебединцы ждут асфальтирования межпоселковой дороги. Тогда поселок станет спальным районом Алдана, а время поездки до города сократится до 10-15 минут. Безопасность детей – первостепенная задача. Воспитанникам детских лагерей напомнили о мерах предосторожности во время отдыха. В учреждениях летнего пребывания продолжается цикл лекций-бесед, которые проводят врачи и инспекторы ГИБДД. Тему продолжит Наталья Николаева. В период летнего сезона существует большой риск для детей получить травму или подхватить инфекцию во время купания в воде. Чтобы обезопасить детей от подобного, врачи проводят для воспитанников детских лагерей города Якутска профилактические лекции. Летом мы затрагивали тему, в первую очередь, это безопасность на воде, безопасность на дороге, да? Также профилактика всяких различных отравлений, потому что летом у нас, возможно, бывают такие, да, случаи очень часто, потому что летом дети купаются, глотают там воду плохую, да, из-за этого могут быть различные последствия. Дорога также представляет большую опасность для детей. По данным сотрудников ГИБДД, с начала года на территории города Якутска зарегистрировано 2475 дорожно-транспортных происшествий. Из них 58 с участием несовершеннолетних. С начала летнего сезона мы начинаем работу с летними детскими оздоровительными лагерями. С середины мая месяца с управлением образованием уже составляем списки. То есть сколько летних лагерей будет в этом сезоне, сколько из них будет пришкольных лагерей, сколько стационарных и республиканских лагерей. И вот уже с начала смены лагерей, это уже с июня, начинаем профилактическую работу с лагерями. При проведении лекций для детей упор делается на визуализацию. Специалисты используют презентации с картинками, а также проводят игры, квесты и мастер-классы, чтобы лучше заинтересовать ребят. Лекции проходят в формате оживленной беседы с самими ребятами. Нужно, я думаю, что побольше наглядных пособий надо, чтобы дети поняли, да, потому что зрительная память, она у детей более-менее развита, и как бы они понимают, когда уже воочию увидят это в картинках. Много информации они, конечно, плохо переваривают, поэтому я думаю, что можно вот таким образом, или же можно вот такие беседы проводить, используя игры, игровые формы. На сегодняшний день было проведено 42 лекции с охватом более 4000 человек, 17 квест-игр, а также были проведены более 15 мастер-классов по оказанию первой помощи, где приняли участие около 1500 воспитанников детских лагерей. Мероприятие продолжится до конца июля. Наталья Николаева, Григорий Охлопков, Якутск. Конкурс «Моя профессия IT» выходит на федеральный уровень. Сегодня в Москве завершающий день образовательной программы проекта. Ее главная цель – обучить регионы, где планируется запуск конкурса. 14 команд из 14 регионов страны генерили идеи, записали заявки и создавали пилотные проекты. Итогом их работы станет дорожная карта с продвижением конкурса в своем регионе на ближайшие 3 года. «Моя профессия IT» не просто проект, а целый набор инструментов по развитию диджитал-сферы в регионе. 8 лет конкурс проходил в Якутии, открыл дорогу 17 тысячам программистов. Сегодня этот опыт перенимают регионы страны. Масштабирование – это всегда ответственно, это сложно, но после пилота этого года мы надеемся, что этот конкурс станет вообще как WorldSkills всероссийским, федеральным конкурсом, он будет проходить во всех субъектах.
план, чтобы участвовало там 2–2,5 миллиона школьников. Это, конечно, сделает нашу страну сильнее. Да, если мы знаем, что сегодня около миллиона айтишников не хватает, да, то есть поэтому воронка из поступающих детей, конечно, должна быть больше. Дочернее предприятие «Алроса», компания «Алмазы Анабара» вот уже на протяжении 25 лет работает в республике. Свой четвертьвековой юбилей «Алмазы Анабара» отметили на производственных участках в формате национального праздника «Эсэх», участниками которого могли стать 2000 сотрудников со всех горных участков. Юбилей также посетили генеральный директор «Алроса» Павел Маринычев, генеральный директор «Алмазов Анабара» Алексей Короков. Более подробно в материале Марины Захаровой. Сегодня алмазы Анабара – это 11% добычи алмаза в группе компании «Алроса», 9% выручки. За 25 лет алмазы Анабара заплатили налоги в республиканские муниципальные бюджеты на сумму порядка 40 миллиардов рублей. Чистую прибыль получили в 70 миллиардов рублей. На этом алмазы Анабара не собираются останавливаться. К следующему своему юбилею они поставили себе вполне реализуемую цель – расширить свои компетенции и добывать не только алмазы, но и золото. Всегда отмечаем особенности алмаза Анабара. Это способность алмазов Анабара работать, жить в мире согласии с теми людьми, которые живут вокруг мест наших локаций. Это высокая социальная ответственность, это высокая вовлеченность самого коллектива. И, конечно, мы эти ценности, которые за 25 лет воспитались в алмазах Анабара, стараемся беречь и развивать. Дочернее общество «Алроса» алмаза Анабара за 25 лет своим трудом и результатами доказало, что является одним из стратегически важных и наиболее эффективных подразделений группы. Коллектив компании состоит из профессионалов, влюбленных в свое дело. И это мероприятие – один из немногих моментов, когда сотрудники алмазов Анабара могут собраться все вместе. Праздник у нас прошел на 3 участках. Это на Эбелях-Гусином, это у нас на Талахтахе и на Молодо. Праздник был организован усилиями всех наших работников. Стоит отметить, что «Алмазы Анабара» – это компания, где коллектив на 98% состоит из местных кадров. Соответственно, при праздновании юбилея мы провели его в формате «Эсэх». Забота о людях – одна из главных задач компании, и к ее выполнению они относятся со всей серьезностью. Чтобы добиться в работе высоких результатов, необходимо создать для работников все необходимые условия для труда и комфортного проживания на приисках. С каждым годом они улучшаются. Компания растет, развивается, и новые специалисты приходят, и все идет своим чередом, своим планом. Благодарен очень нашему руководству, которое дает нам возможность, как молодым специалистам, проявить себя, стать нужным, стать тем, кем мы хотели, кем мы мечтали, и добиться всех намеченных целей. Алмазы Анабара являются признанным лидером по добыче алмазов, а также одним из крупнейших промышленных предприятий Якутии группы «Алроса». Своими результатами компания во многом обязана своим сотрудникам, которые работают в условиях Крайнего Севера. Этот юбилей – способ отблагодарить их за высокий профессионализм и преданность компании. Марина Захарова, Никита Прокопьев, Анабарский, Булунский, Оленёкский районы. Далее о спорте. Более 80 якутских велосипедистов поучаствовали в массовом пробеге «Велокатка». Накануне на Комсомольской площади собрались порядка 80 велосипедистов, большая часть которых явились на общественные велосипедные мероприятия впервые, но не побоялись совершить массовый пробег до парка Урдел. Там позже прошли бесплатные мастер-классы по 3 актуальным темам: польза или вред энергетиков, нужно ли учить JavaScript и травмы велосипедистов, работа мышц. По словам организатора, целями велокатки являются пропаганда велосипедного движения, профилактика знаний ПДД, а также нетворкинг. Да. Ребята, все располагаемся. В столице Якутии продолжается региональный отборочный этап 2-го открытого Кубка Дальнего Востока игры ГТО. В первый и второй день соревновались школьники от 14 до 17 лет, но сегодня очередь дошла до взрослых. Продолжит Мария Кардашевская. Соревнования по многоборью ГТО быстро развиваются по всей стране и уже имеют своих почитателей. Сейчас во всех регионах Дальнего Востока проходят отборочные соревнования к Кубку. В том числе впервые отбор идет и в Якутии. На арену Дворца спорта 50 лет Победы в этом году вышли спортсмены из 15 районов республики и из Якутска. Ожидается, что за эту неделю на состязаниях выступят около 1000 атлетов. В понедельник и вторник прошли отборочные соревнования среди детей. И выявлены лидеры.
И сегодня у нас проходят среди взрослых от 18+. Здесь сегодня участвовали около 100 участников, прошли. И завтра тоже будут. И послезавтра у нас будут проходить среди профессионалов. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» – это нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на оздоровление нации. Комплекс ГТО вошел в состав федерального проекта «Спорт. Норма жизни» в 2019 году, а с прошлого года проводится и Кубок Дальнего Востока игры ГТО. На него наша сборная выехала спонтанно, что не помешало ей принести отличный результат. Наша команда заняла 2-е место среди любителей. В этом году выступаем в профессионалах. В прошлом году в личной выступал я и Василий Каратаев. Я занял 4-е место, Василий 8-е. В этом году тоже планируем выступить во всех категориях. И планируем выступить хорошо, потому что мы в этот раз уже отбираем. В прошлом году мы, получается, спонтанно собрали команду и выехали. В этом году уже проводим отборочные. Каждое состязание состоит из 2 комплексов упражнений. В первый входят 3 упражнения, которые нужно выполнить за отведенное время. Второй комплекс выполняется на скорость. Взрослые состязались в челночном беге, в прыжках в длину, также выполняли отжимания и скручивания на пресс. Ну а после короткого отдыха их ожидали толчки гирь, приседания и подтягивания на перекладине. В целом подготовка у всех хорошая, все в хорошей физической подготовленности. Результаты хорошие показывают, и все практически равны. Большинство справляется. Уже в субботу определятся лучшие из лучших. Будут отобраны 12 участников, которые представят республику на Кубке Дальнего Востока в начале сентября во Владивостоке. И если в прошлогодних соревнованиях наша сборная заняла 2-е место, то в этом году у нас есть все шансы улучшить этот результат. Мария Кардашевская, Георгий Григорьев, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы продолжим следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.